Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Творчество Салимжан. Габдуллы Тукая – культурное достояние всех тюрков. Выпуск 30. Предварим этот выпуск своим небольшим вступлением. Поэт Габдулла Тукай действительно принадлежит всему тюркскому миру. Его стихи с одинаковым восхищением читали в Баку и Дербенте, Астрахани и Тюмени, Казани и Уфе, Самарканде и Бухаре, и даже в далеком Стамбуле, везде, где проживали представители тюркского народа. Габдулла Тукай писал на арабской графике и казанском диалекте тюркского языка, но много стихотворных произведений он написал также на старотатарском языке, так называемом литературном тюрки, широко распространенном в XIII – начале XX века, а может быть и ранее, на всей территории тюркской цивилизации. Приведем конкретный пример. Сиеклемнен кабр ташында. Сначала вариант на старинном литературном тюрки, так как это написал сам Габдулла Тукай. Оригинал. Ах, насыл biz yar idik. Sen ben idin. Ben sen idim. Kalmadı bundan eser. Kaldı meğer. Шаукын ханус. А теперь перевод на современный казанский татарский язык. Хазыргы адаби тілді. Те же строчки. Обратите внимание, вместо сен – ты, син, мен – я, мин, сен и бен – это ближе к агузскому выговору. Сейчас так в Турции говорят. Итак, перевод со старотатарского на новый татарский Габдуллы Тукая. Ах, нişik, biz yar idi, син мин идin, мин син идим. Тик хәзер берсе дә юк. Калды истәлек генә. Кстати, в музыкальной заставке к плейлисту «Великий тюркский язык» использованы слова Тукая и туантель, и матуртель. А теперь обратимся к книге Рафиса ага Салимжанова «Великий тюркский язык», выпуск 30. Татары до революции в университетах не учились. Это было запрещено царским режимом. Получали образование в своих медресе. Кстати, как писал об этом В. И. Ленин, татары до революции почти все поголовно были грамотными, на свой лад по арабской графике. Наш народ не любит безграмотных. Это у нас называется надан. Слово это на русский язык не переводится. Там очень много презрения. Это одно из тех слов, которое определяет менталитет татарского народа, его стремление к образованию. В те времена, до революции 1917 года, наиболее продвинутые татары, кроме арабского и персидского, знали турецкий и другие тюркские языки, так как татарский относится к этим многочисленным тюркским языкам мира. Знали Коран. Кстати, благодаря религии татары с самого рождения двуязычны, так как им приходится изучать хотя бы в минимальном объеме арабский язык. Плюс к этому, как раз тогда, когда жил Тукай, татары начали изучать и русский язык, читать в оригинале Пушкина и Лермонтова, Кольцова, Толстого. И еще один нюанс. Пушкин и Лермонтов дворяне. Если бы были бы из крестьян, как Тукай, не знаю, кем бы они стали. У Тукая не то что дворянского особняка, крыши над головой не было. Он был круглым сиротой уже с 4 лет от роду. 2 раза отдавали его чужим людям на воспитание, в 4 года и в 6 лет. Оба раза вернули в дом деда,
где без него было еще 9 детей. Обучаясь в обычном татарском медресе, Тукай знал 3 языка, кроме родного – турецкий, арабский, русский. Как любой шакирт, в те времена знал Коран, что тоже неплохо, потому что, как ни крути, это часть великой всемирной культуры. Любил Габдулла петь татарские народные песни, имел хороший голос. Кстати, на последний факт в биографиях Тукая мало обращают внимания. Короче, вот откуда у этого человека столько разносторонности, народности и философская глубина творчества. Живи Тукай в наше время, он бы, пожалуй, стал эстрадным певцом. И кто знает, может быть, даже и не взглянул бы на тома стихов в библиотеках. Может быть, такой путь выбрали бы и молодой Пушкин и Лермонтов, живи они в наше время. Не в цене уже нынче поэты. На дворе пора певцов и артистов. Это я так, в виде объяснения природы нашего времени тем молодым людям, которые в него вступают. Современные поэты сегодня уже с гитарой, типа Высоцкого и Виктора Цоя. Лично я считаю, что последние русские поэты именно эти 2 человека, которые уже не только читали, но и пели свои произведения. Игорь Тальков и Михаил Круг тоже шли по этому же пути. Еще нюанс о нашем Тукае и вокруг него. Из круглого сироты вырастить величайшего поэта XX века. Между прочим, это сделали мы, татары, скромный и трудолюбивый народ России. Честь и хвала национальным обычаям нашего народа, который мог вырастить такого титана. Так что не шутите с нами. Татары народ серьезный, не зря скребут великих русских, и ни с того ни с сего оттуда выскакивают татары. И еще один момент о судьбе Тукая. Живи Тукай подольше, и не умер бы от туберкулеза в 1913 году, он закончил бы жизнь где-нибудь в сталинских лагерях, как сотни татарских пантюркистов. В кавычках пантюркистов, конечно. Не миновать бы ему обвинений такого вот содержания, сочиненных какой-нибудь татарской сволочью, то есть следователем-татарином, каким-нибудь Бекчентаевым, Сафиуллиным, Тухватуллиным. Это я к тому, зло существует всюду, под шапкой любой национальности, кем бы он ни был, русский ли, татарин ли, еврей ли, грузин ли и так далее. И от себя продолжу. Эти фамилии взяты произвольно. Не надо никому обижаться. Пойдем дальше. Вот какой на него донос могли написать. Татарский поэт Габдулла Тукай является членом организации пантюркистов, ставившей своей задачей свержение советской власти, совершение террористических актов против руководителей советского правительства, товарищей Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Буденного, Берия. Закроем скобку. Короче, умер Тукай вовремя. Аллах его спас от Иосифа Прекрасного. Сталин имеется в виду. Другой классик татарской литературы, бывший эсер, в 1918 году после разговора с Лениным, перешедший из эсеров, в скобках заметим, эсеры – это крестьянская партия в России была такая, в большевики, то есть в коммунистическую партию. Так вот, перейдя из эсеров в большевики, татарский писатель Галимжан Ибрагимов закончил свою жизнь трагически. Погиб в 1938 году в казанской тюрьме после избиений и пыток. Перед смертью он своей кровью написал на стене тюремной камеры: «Этләргә хезмәт иткәнмен икән». Служил я, оказывается, собакам. Спасибо, что досмотрели видео до конца.
Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар. Allah